Всем привет! Сразу хочу сказать, что это видео о 2 днях на Кубе, которые мы провели в конце нашего путешествия по Южной Америке. Поскольку в первый раз на Кубе мы были 22 декабря, и на следующий день мы должны были вылетать в Панаму. Вообще Куба в наших планах была всего лишь стартовая площадка для перелетов по Южной Америке, поскольку из-за логистики нам доступны были лишь перелеты через Гавану. Проблема состояла в том, что у нас отсутствовали шенгенские американские визы. Поэтому нами были выбраны рейсы Якутск-Москва, Москва-Гавана, Гавана-Панама, Панама-Лима, Лима-Куско и так далее. В Гаване мы остановились в апартаментах. Это частный дом пентхаус. Хозяин этого дома имеет лицензию на то, чтобы сдавать его в аренду путешественникам и приезжим людям. Апартаменты эти были, как вроде бы на 15 этаже, либо 16 этаже, точно не помню, поскольку после того, как мы поднимались на лифте, нам еще нужно было подниматься пешком по лестнице, 2 этажа, наверное. Этот пентхаус состоит из 2 номеров, один двухместный номер и второй наш трехместный номер. В двухместном жили колумбийцы, но мы их толком-то и не видели, мы только видели их ботинки. Трехместный номер самый большой, с большим балконом, с чудесным видом на Гавану. Он имеет свой туалет, свою душевую, но, к сожалению, кухня у обоих номеров, двухместного и трехместного, общая. Кухня, как мы видим, со всеми удобствами. Также у нас были свой мини-холодильник и свой сейф. Но сейфом мы точно не пользовались, а вот все, что было в мини-холодильнике, мы, по-моему, выпили все. А напитки в холодильнике платные. То есть, если ты что-то взял оттуда, то ты должен заплатить на следующий день уже хозяину дома. Wi-Fi в этом пентхаусе был, но не было подключения к интернету. Вообще на Кубе с интернетом плоховато, но об этом я попозже расскажу. Завтрак у нас не входил в стоимость, поэтому мы его каждый день заказывали у хозяина дома. За 2 дня завтрак нам обошелся на троих 10 куков. Цена полностью оправдана, поскольку завтрак был полноценным и комплексным. Стоимость данного пентхауса нам обошлась $150. На троих это, в принципе, нормальная цена. Кому интересно, вот адрес этого пентхауса. Можете его чекнуть на букинге. Я думаю, что каждый человек перед поездкой куда-либо так или иначе собирает информацию о месте своего прибытия. А мы поступили так же. Начитали всяких постов, статей, новостей про Кубу, про быт и жителей, но этого было мало. Поэтому я вам расскажу немного из собственного опыта, полученного от этой поездки. Во-первых, для граждан нашей страны визы на Кубу не требуются. Куба разрешает гражданам России безвизово пребывать на ее территории до 90 дней. Во-вторых, очень важно иметь с собой наличные деньги. И не как обычно в долларах, а именно в евро, поскольку доллар хоть и используется туристами, но при конвертации взимается очень большой процент, поскольку эта валюта является денежным знаком вражеского для Кубы государства. При обмене доллара на кубинскую валюту взимается ощутимый налог. А с евро такого мы не заметили. Обмен евро на куки был 1 к 1. В целом Куба использует бивалютную систему оплаты. Это означает, что для туристов действует валюта кук, конвертируемый песо, а для жителей Кубы используется местная валюта песо националь. Соотношение этих денег равна примерно 1 кук к 24 песо. Такую разницу можно было увидеть в магазинах на ценниках. То есть сперва идет цена в местной валюте, дальше идет цена уже в куках. Допустим, десяток яиц, если, допустим, в рублях стоил там 50 для местных,
то для туристов этот же десяток яиц будет стоить 210. Важно иметь переходник розетки, потому что на Кубе используется американский стандарт розеток и напряжение электричества в 110 вольт. Мы для этой поездки специально купили такие вот переходники. В целом очень хорошая вещь, и мы ей постоянно пользовались что на Кубе, что в Мексике, что в Перу. Единственный минус — здесь нет USB входа. Так, что же еще можно сказать вам о необходимых вещах перед поездкой на Кубу? Но я думаю, так это стоит выучить базовый испанский. Даже не базовый, а такой туристический базовый испанский. Потому что вся Южная Америка, большая часть ее говорит на испанском языке, поскольку это бывшие колонии Испании. Испанский язык непростой, но в целом его можно освоить. Обязательно следует выучить такие фразы, как «Привет», «Hola», «Добрый день», «Buenos dias». В магазинах и сувенирных лавках вам пригодится счет от 1 до 10. Счет очень легкий и быстро запоминающийся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Учить десятичные числа не обязательно, потому что сами местные используют при разговоре с туристами счет от 1 до 10. То есть, если стоимость вещи в 11 куков, то местные не говорят на каноничном испанском цифру 11. Звучит она как «once». Вам, скорее всего, скажут сочетание двух цифр 1 и 1. И звучать это будет как «uno» и «uno». То же самое, если будет стоимость 19 куков, то вам не скажут «19», вам просто скажут «uno» и «nueve». Также обязательно надо знать такие слова, как «спасибо», «gracias», «muchas gracias», «большое спасибо». Если к вам назойливо пристают, то можно сказать «no comprende», то есть означает «я вас не понимаю», «no gracias», «нет, спасибо». Ну и самое типичное слово у туристов — это «сколько стоит». Это будет звучать как «quanto costa». С интернетом на Кубе очень плохо, так что если вы любитель тишины и покоя от мессенджеров и социальных сетей и так далее, то вам Куба очень подойдет в этом плане. Для того, чтобы выйти в интернет на Кубе, вам придется искать доступную точку Wi-Fi, покупать вот такие вот карточки. При соединении телефона с Wi-Fi у вас выскочит диалоговое окно, где вам предложат вбить логин и пароль. Одна такая карточка — это 1 час интернета. Стоит она 2 кука. 2 кука — это для 1 часа очень много. Поэтому, если у вас есть бесплатный доступ к интернету, то значит вы заселились в отель с опцией All Inclusive. На этом первая часть видео заканчивается. Спасибо, что досмотрели ее до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, можете писать в комментариях, я с удовольствием отвечу. В следующем видео я постараюсь вам рассказать о достопримечательностях, которые мы посетили, о людях, о кубинцах. В целом сделаю выводы о том, стоит ли Кубу посетить еще раз. Все, всем спасибо.